Салют, друзья, с вами Руслан, и это передача «Шоу-Biz». Думали ли вы когда-нибудь, а кто из СНГ рэперов имеет высокую прибыль с музыки? Если да, то это видео специально для вас. И да, друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. А также, друзья, предположите в комментариях, а кто, по вашему мнению, является самым богатым рэпером в СНГ. Место. LJ. Сайнер Бой как никто знает, что нужно делать, чтобы поднять свой рейтинг. Его проблемы с полицией и коллаборации с Free Fire принесли ему дополнительную популярность. За прошлый год LJ заработал $2 миллиона и занял 6-е место в нашем топе. Отличный пример, как просто сменив образ, можно отличаться от других. 5-е место. Егор Крид. Егор не перестает двигаться даже после расторжения контракта с лейблом Black Star. Музыкальные клипы и альбомы, рекламные контракты, стримы, коллаборации с блогерами приносят ему огромное количество бабок. Его состояние составляет сейчас $2,5 миллиона. А мы пожелаем Егору удачи в следующем году. А мы двигаемся дальше. 4-е место. Нилетто. Вот кого я реально не ожидал видеть в этом списке. Это Нилетто. Каким-то чудесным образом любимка заработала $3 миллиона. Я честно не понимаю, откуда такие суммы, но заслуженно 4-е место в топ самых богатых рэперов СНГ. Хотя Нилетто я бы рэпером не назвал. Ну да ладно. 3-е место. Баста. Баланс Басты составляет $6 миллионов, что совершенно неудивительно. Его успешный проект «Вопрос ребром», музыкалити на YouTube, доходы от ресторанов Rain by Basta, собственные музыкальные проекты. Да что там говорить, Баста владелец целого лейбла. Естественно, он зарабатывает очень даже много. Естественно, его популярность только растет. И это почетное 3-е место в нашем топе. 2-е место. Моргенштерн. В этом году количество его подписчиков перевалило за 18 миллионов человек. Морген получил награду за лучшее видео от Муз-ТВ, выпустил 2 альбома и целый сериал из клипов, подписал контракт за бой в лейбле, снял мощную коллаборацию с банком, его ресторан и собственное охранное агентство. Но несмотря на все это, он занял 2-е место в топ самых богатых рэперов СНГ. Его суммарный доход составлял аж $7 миллионов. А перед тем, как мы перейдем к первому месту, я хочу сказать тебе спасибо, что досмотрел до этого момента. Знаю, что тебе было интересно, и я буду очень рад, если ты прямо сейчас подпишешься на наш канал и поставишь лайк. 1-е место за звание самого богатого рэпера в СНГ присуждается Тимати. Что бы о нем ни говорили, Тимати остается самым успешным и богатым рэпером в СНГ. Он до сих пор имеет прибыль с Black Star Burger, от картинга, автомойки, барбершопов, в общем, от всех бизнесов с компанией Black Star. Несмотря на то, что давно покинул этот лейбл, Тимати все еще выпускает музыку, хоть уже не такую популярную. Стоит отметить и его участие в шоу «Холостяк». И если считать все его доходы до сегодняшнего дня, мы получим цифру аж $10,5 миллиона. Так что нужно сделать, чтобы заработать такие бабки? Да, друзья, мы с вами можем только лишь мечтать о таких деньгах. Но все наши мысли, они ведь материальные. Ведь если они могут, почему мы не можем? Так что, друзья, не бойтесь мечтать и идите к своим целям. Это был топ самых богатых рэперов в СНГ. С вами был Руслан, и это передача «Шоу-Biz». До скорого, родные!